Здравствуйте, мои дорогие друзья и подруги! Продолжаем цикл лекций по богословию по книге митрополита Илариона Алфеева «Таинство веры». Сегодняшняя лекция называется «Страшный суд». Начали. В момент смерти душа выходит из тела и вступает в новую форму существования, однако она не теряет ни памяти, ни способности мыслить и чувствовать. Более того, душа уходит в иной мир, отягощенная грузом ответственности за прожитую жизнь, неся в себе память о ней. Христианское учение о страшном суде, ожидающем всякого человека после смерти, основано на том, что все совершенные человеком добрые и злые дела оставляют след в душе, и за все предстоит дать ответ перед тем абсолютным добром, рядом с которым никакое зло и никакой грех существовать не могут. Царство Божие несовместимо с грехом, не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Всякое зло, в котором человек со всей искренностью не покаялся на исповеди, всякий утаенный грех, всякая нечистота души, все это будет выявлено на страшном суде. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, говорит Христос. О страшном суде знали уже в Ветхом Завете. Екклесиаст говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дне юности твоей, и ходи по путям сердца твоего. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Но с особенной ясностью говорит о суде сам Христос. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престол славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведные скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» И царь скажет им ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Слова Христа показывают, что страшный суд для многих станет моментом прозрения. Те, которые были уверены в своем спасении, вдруг окажутся осужденными. А те, которые, может быть, не встретили Христа в земной жизни, когда мы видели Тебя, но были милосердными к своим ближним, окажутся спасены. В притче о страшном суде царь не спрашивает людей, ходили ли они в церковь, соблюдали ли посты, молились ли подолгу, но спрашивают, как они относились к своим ближним, его меньшим братьям. Дела милосердия, совершенные или несовершенные человеком в жизни, оказываются главным критерием на суде. Страшный суд будет проводиться над всеми, как верующими, так и неверующими, как христианинами, так и язычниками. Но если христиане будут судиться по Евангелию, то язычники по закону совести, написанному в их сердцах. Впрочем, в Новом Завете есть указание и на то, что все люди предстанут на суд слышавшими благовестие Христа, даже те, которые не знали Христа в земной жизни. Апостол Петр говорит о том, что Христос после своего воскресения сходил в ад и проповедовал там тем грешникам, которые в дни Ноя погибли в водах потопа. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице сошед проповедовал, некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, буквально через воду, посредством воды. Так и наш ныне подобный всему образу крещения спасает воскресением Иисуса Христа. Если Христос проповедовал в аду, была ли это только проповедь, адресована всем находившимся там, или только избранным? По мнению некоторых толкователей, Христос проповедовал только благочестивым ветхозаветным праведникам, томившимся в аду, в ожидании избавления. По другому мнению, проповедь Христа простиралась на всех вообще, в том числе и на тех, кто жил в языческом мире вне истинной веры. Это мнение выражено Климентом Александрийским.
Разве не без всяких обиняков и околичностей Писание говорит, что Господь возвестил Евангелие и погибшим в потопе, или лучше скованным и содержавшимся в узах плена, надеясь, что Спасителю не откажут возможности и язычников спасти, ибо цель его пришествия на землю было спасение. Ибо Господь сходил в ад, а что он сходил туда, это несомненно, и не с иной целью, как возвестить здесь Евангелие, то он при этом обратил всех умерших. Из этого следует, что спасутся все уверовавшие, хотя бы они пребывали и в язычестве. Быв поглощены адом и содержась в нем в плену, они и здесь могли немедленно обратиться и принять веру во Христа, как скоро сюда явился Он, и как скоро они услышали здесь божественное слово Его и Его апостолов. Поскольку в словах апостола Петра говорится о людях, живших во дни Ноя, о которых в этом завете сказано, что их развращение было велико, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время, ясно, что Христос проповедовал не только праведникам, но и грешникам, находившимся в аду. Апостол возвращается к этой же теме несколькими строками ниже. Они, грешники, дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, жили по Богу духом. Толкуя эти слова апостола, один русский православный епископ пишет: под мертвым следует разуметь всех мертвых ко дню последнего суда Христова, то есть как слышавших слово евангельского во время земной жизни, так и не слышавших. Если бы Евангелие Христова не коснулось слуха всех умерших, то не все умершие подлежали бы и суду Христову. Таким образом, в настоящем стихе дается основание думать, что подобно тому, как умершие до пришествия Христова на землю были оглашены проповедью Евангелия в аде через умершего и снишедшего в ад Христа, так и умершие по пришествию Христову, но не слышавшие на земле проповеди евангельской и не ведавшие Христа, будут оглашены таковою проповедью в аде. Будет ли это совершиться многократно или совершится однажды пред последним судом Христовым, апостол не открыл этого. С несомненностью из слов апостола следует только то, что все мертвые, следовательно, и не слышавшие на земле Евангелия Христова, предстанут на последний суд Господень, как слышавшие его. Ничто не дает нам права ограничивать объем понятия «мертвые» известным классом умерших. Нет ли в этих словах ответа на вопрос о том, возможно ли спасение для некрещенных и неверующих? Церковь твердо верует, что нет Христа вне крещения, и церковь спасения невозможно. Однако не все, кто на земле не знал Христа, лишатся всякой возможности избавления от ада, так как и в аду слышна проповедь Евангелия. Создавая человека свободным, Бог взял на себя ответственность за его спасение, и это спасение уже совершено Христом. Тот, кто сознательно отвергает Христа и его проповедь, делает выбор в пользу дьявола и сам является виновником собственного осуждения. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. А как может быть осужден тот, кто вообще не слышит Евангелия? Предположите, говорит Климент Александрийский, что умершим до пришествия Господне Евангелие не было проповедовано. Тогда выйдет, что как спасение их, так и осуждение суть дела вопиющей несправедливости. Точно так же и умершим после пришествия Христа, которым не было проповедано Евангелие, не может вмениться ни вера, ни неверие. Поэтому Христос и благовествует в аде, чтобы каждый созданный им человек мог сделать выбор в пользу добра или зла, и в соответствии с этим выбором или спастись, или быть осужденным. Все.